Когда началась война, Владимиру Михайловичу было всего 15 лет. Только окончив 9 класс, он был поставлен на учет в качестве допризывника. А уже в июле 42-го вступил в ряды 2-й гвардейской армии минометчиком. Приказ, давай, вот нам там, перенести нужно точку, там, на то лучше, оттуда лучше будет бить. Или потом меняли место, где становления этой миномета. Делали выстрелы. В ноябре 42-го года Владимир Михайлович в составе отделения автоматчиков прошел 200 километров в южном направлении навстречу фашистским войскам. Сквозь метели и ветер солдаты шли ночами, а если снежная пурга гарантировала скрытность и днем. Победа в Сталинградской битве далась нелегко. На полях сражений полегло более 1 миллиона солдат. Радость была, конечно, как всегда. Это теперь мы понимаем, что это переломный момент был, переломная битва была в течение всей Отечественной войны. А тогда мы об этом не думали. В 73-ю годовщину Сталинградской битвы ветерана войны поздравили власти города. И мы благодарим вас за вашу великую победу. Спасибо вам. Многие историки считают Сталинградскую битву одной из самых кровопролитных в истории человечества. На сегодняшний день в республике осталось в живых 4 ветерана, участника битвы под Сталинградом. Сегодня мы с особой благодарностью вспоминаем тех людей, которые положили свои жизни при освобождении не только Советского Союза, но и Европы от такого понятия, как немецкий фашизм. В память о тех, кто защищал нашу родину от фашистских захватчиков и обеспечил нас мирным небом над головой, на площади Победы в столице республики возложили цветы. В Сталинградской битве, ставшей переломным сражением в Великой Отечественной войне, приняли участие более 10 тысяч якутян. Сегодня, спустя 73 года, 2 февраля, почтить их память пришли как пожилые жители Якутии, так и молодежь. Галина Погадаева, Роберт Набиев, Максим Бурцев, Вести, Якутск.